В эфире «Вечерние новости». Вместе с коллегами подведем итоги уходящего выходного дня. В студии Василий Радченко. А вот главные темы выпуска. Дни Германии сегодня стартовали в столице региона. Помимо научной полемики, обмен прошел и в культурном русле. Чарующий мир немецкой классической музыки. И как один из концертов вы сегодня послушаете Ян Аурель Давидюк. Вся страна сегодня объединилась для написания географического диктанта. Наш регион один из первых принял эстафету. О том, как это было, сюжет нашего корреспондента. Борьба республик. Спортсмены Якутии, Тувы и Бурятии схлестнулись в эти выходные и выясняли, кто лучший борец по капсагай. В Нюрнбергский комитет государственного экологического надзора сегодня поступило сообщение о возможном загрязнении реки Вилюй нефтепродуктами. Фотографии реки с подозрительными желтыми пятнами распространились в социальных сетях. По данному факту сейчас проводится проверка. Госинспекторами Нюрнбергского комитета совместно с Вилюйским отделением Центра ГИМС МЧС России отобраны пробы природных сред и доставлены в испытательную лабораторию. В настоящее время в лаборатории проводится анализ проб воды из реки Вилюй. Более подробная информация будет опубликована позже. Другая природная беда – лесные пожары в нашем и других дальневосточных и сибирских регионах страны уже миновала, но не в жаркой и солнечной Калифорнии. От огня бегут не только люди, но и животные. В некоторых округах объявлено чрезвычайное положение, число эвакуированных достигло 50 тысяч человек. Из пострадавших мест вывозят и домашних животных, их помещают во временные приюты. Тему продолжит Сергей Берец. Такой увидел с борта вертолета ситуацию на земле в окрестностях Лос-Анджелеса пожарный Майкл Дюброн. Горят обширные территории на севере и западе Калифорнии. Пламя быстро распространяется из-за сильных ветров. Огонь удалось потушить лишь на 4–5% пострадавших площадей. Губернатор штата Гэвин Ньюсом объявил чрезвычайное положение в нескольких округах и распорядился провести эвакуацию. В числе покинувших свои жилища семья Бена и Барры из города Санта-Кларита, чьи сборы и отъезд зафиксировала камера домофона. Сам Ибарра остался присматривать за имуществом, а его близкие перебрались в отель. Терри и Стив Игар со своими собаками разместились в жилом трейлере. Их временное пристанище – парковка в безопасной части Санта-Клариты. По словам Терри, они прожили в этих краях 37 лет и до этого дня ни разу не эвакуировались. Как сказал Стив, огненная стена надвигалась как товарный поезд. Было очень страшно. Для них, продолжает мужчина, это неудобство, а для многих – угроза жизни. Переселенцы рассказывают, что порой у них оставались буквально секунды, чтобы спастись. Люди привезли с собой домашних питомцев, собак и кошек. Крупные животные, лошади, ослы и овцы размещены в приюте Красного Креста. Энергетическая компания Pacific Gas and Electric предупредила о новых вынужденных отключениях электричества. Это происходило несколько раз за последние дни. Причина – сильные ветры разносят искры с линий электропередач и подстанций, что вызывает новые возгорания. Отключения с субботы до понедельника могут затронуть 850 тысяч домов, в которых живут около 2 миллионов человек. Дни Германии сегодня стартовали в столице региона. Они продлятся всю следующую рабочую неделю, вплоть до 1 ноября при поддержке посольства ФРГ и ряда немецких организаций. Целью стало повышение интереса к изучению немецкого языка, культуры, развитие двусторонних российско-германских отношений. Так, сегодня в стенах Римско-католической церкви состоялся концерт немецкого музыканта Яна Ауреля Давидюка. Встреча с органом. Любители классической музыки смогли насладиться известными композициями, в частности, Бетховена, Моцарта и Баха. Сегодня представляем органиста из Германии Яна Ауреля. 29-го у нас будет пианист, наш земляк, ныне проживающий и работающий во Франкфурте на Майне Александр Корякин. И в этот же день, 29-го, мы симфоническим оркестром исполняем музыку композиторов Германии.
Также в Якутске прошли научно-практические и деловые встречи. Одной из ключевых тем стало освещение деятельности ученого-этнолога Уллы Йоханссон, автора уникальной монографии «Орнаментальное искусство якутов». Кроме того, будут организованы различные выставки, круглые столы, семинары, конкурсы, языковые олимпиады для школьников и студентов. Я рад быть здесь, в Якутске. Это мой первый концерт здесь, в Якутии, и для меня очень отрадно, что он проходит зимой. Для меня это впервые. Очень рад быть здесь. В концертной программе будут представлены произведения Баха, Моцарта, Листа. «Герои среди нас». Под таким названием прошла сегодня акция молодежного крыла Общероссийского народного фронта совместно со студентами Речного училища. Молодые люди убрали в сквере имени Александра Рыжикова, возложили цветы и раздали листовки с информацией. Также они напомнили, что любой желающий на сайте фронта может заполнить данные и отметить своего героя. Это не обязательно военнослужащие и представители силовых структур, а любой человек, сделавший доброе дело. Вот так, например, в прошлом году, да, если всем, наверное, известно, парень по имени Аял, по-моему, который вытащил детей из огня, 3 детей, вот, ну, вот он для меня герой, например. Вот я буквально в понедельник буду добавлять его именно на этот сайт. Я хочу, и вся команда хочет, чтобы как можно больше людей отмечала своих героев, кого они считают героями. Это не обязательно должен быть военнослужащий. Ведь каждый день совершается много подвигов. Будь то в тайге, да, человек выжил, там, спас кого-то, будь то в условиях города, там, не дал человеку замерзнуть, особенно в нашем крайнем севере, да. То есть это элементарно такие людские поступки, но они в некоторых частях все-таки героические. Поэтому для каждого герой он свой. Вся страна сегодня объединилась для написания географического диктанта. Он уже 5-й по счету и нужен, чтобы повысить интерес людей к географической тематике, а также подтянуть знания граждан в этой области. Одними из первых его писали якутяне. О том, как это было, Сусанна Рожина. Участниками диктанта могут стать все желающие от 14 лет и старше. В Якутии организовано около 350 различных площадок для написания географического диктанта. В основном в учебных заведениях, библиотеках и музеях. Диктант проводится 5 лет. Первые 2 года в 2015 и в 2016 годах мы были лидерами среди и по количеству площадок, и по количеству участников. Значит, это всего 40 вопросов, которые идут в течение 45 минут. Это такая вот уже, можно сказать, глобальная образовательная акция, которая сегодня проходит в 104 странах мира. Ежегодно вопросы меняются, и их составляют разные эксперты. В этом году авторами вопросов стали участники телеигры «Своя игра». По уровню сложности мне трудно сказать, значит, но единственное, что я бы хотел сказать, что мы, конечно, как говорил президент Русского географического общества Сергей Шойгу, пишем, к сожалению, может быть, да, диктант знаем географию на 3. Вот. Поэтому вот эта акция как раз она стимулирует интерес к географическим знаниям, и мы надеемся, что каждая вот такая акция будет приближать, так сказать, улучшать наши знания в области географии. Итоги географического диктанта также позволяют принять меры по совершенствованию системы географического образования. В географии я очень слаба, но надеюсь, на половину вопросов отвечу хотя бы правильно. Всегда учиться, конечно же, не поздно, и учеба – это вообще самое главное. Это также идет и саморазвитие человека, и, конечно же, интересно знать, вот, сколько вообще у меня правильных ответов и насколько же я вот знаю географию. Это для меня, конечно же, большой вот плюс то, что я участвую. Как отмечают организаторы мероприятия, вопросы в этом году интересные и легче, чем в предыдущие года. В этом году вопросы диктанта вышли достаточно, опять-таки, наверное, повторюсь, интересными и одновременно достаточно простыми. Они не требуют особо сильных знаний в области географии, каких-либо фундаментальных. Там не будет сказано о каком-нибудь маленьком озере, которое возникло карстовым эффектом где-нибудь на самом севере, где ни разу не ступала, грубо говоря, нога человека. Вопросы достаточно
адекватные. Благодаря ежегодному проведению географического диктанта увеличивается интерес к этому предмету как со стороны школьников, так и взрослых. Данная акция позволяет узнать лучше не только мировую географию, но и свой родной край. В диктанте есть региональный компонент. В этом году среди участников диктанта очень много школьников, что не может не радовать. Сусанна Рожина, Григорий Охлопков, Якутск. И к спортивным событиям. Межрегиональный турнир по борьбе «Хапсагай-Вызов» в Южной Якутии подходит к концу. Схватки проходили в спорткомплексе «Шахтер» по 6 весовым категориям среди мужчин. Также на ковер вышли и ветераны категории до и свыше 75 килограммов. В состязаниях участвовали спортсмены из Якутии, а также республик Тыва и Бурятия, всего 85 человек. В Нерюнгринском районе Федерация по борьбе «Хапсагай» была создана 2 года назад, и организаторы активно популяризируют исконный вид спорта не только у себя на малой родине, но и в соседних регионах. Сейчас в столице Южной Якутии завершаются финальные схватки. Впереди еще награждение и закрытие турнира. Начинаем создать Всероссийскую федерацию борьбы по национальной борьбе «Хапсагай». И отрадно, что это с Нюрнберга началось. Началось давно, но вот сейчас, например, соревнования с этого региона, Улуса района Нюрнбергского начинается, поэтому, как говорил, ворота республики тут находятся, ближайшие регионы заинтересованные, Бурятия, Иркутская область, Тыва. Детская сборная Якутии по хоккею с шайбой одержала победу в дальневосточном турнире. Юные хоккеисты выиграли в финале у команды Приморья из Уссурийска со счетом 8-3. Отмечу, что Якутия уже встречалась в групповом этапе с этой командой, и в том матче наши спортсмены потерпели поражение, но в финале мальчишкам удалось взять реванш. В составе команды дети 2011 года рождения из городов Нерюнгри и Якутска. Всего в соревнованиях приняло участие 7 команд. Помимо нашего региона, это ребята из Амурской и Читинской областей, а также Хабаровского и Приморского краев. Уверенно выйдя из группового этапа, якутская сборная под руководством тренеров Дениса Чудинова и Александра Чернокнижного в полуфинале разгромила хозяев соревнований спортсменов из Благовещенска со счетом 9-1. А в финале команду Приморья со счетом 8-3. Лучшим вратарем турнира признан вратарь сборной Якутии Артем Диденко. На этом завершаем наш воскресный вечерний выпуск. Спасибо за внимание и хорошей вам рабочей недели.